очень многие симптомы современной политики армянских властей показывают, что существует определенного рода паника внутри. И результатом этого являются такие довольно несуразные поползновения властей, которые, может быть, выглядят странно, но все-таки это результат пограничной ситуации, в которой они сейчас находятся. Тоталитаризм возможен только тогда, когда общество полностью или в большинстве своем будет поддерживать этот режим. Но такого состояния в современном армянском обществе нет. И мы не можем представить себе, что да, могут быть какие-то отдельные явления, отдельные фрагменты, но говорить о тоталитаризме, я не думаю, что такой ресурс современные армянские власти имеют на сегодня. Их реноме все ниже и ниже. То есть падает и может даже пробить пол в конечном итоге. О каком тоталитаризме может идти речь? Да, существует определенная поддержка, допустим, институционных ветвей власти, да, но тоталитаризм основывается все же на большинстве того населения, которое проживает. Взять, к примеру, допустим, коммунистический строй в Советском Союзе, большинство его поддерживали. Взять даже, допустим, немецкое общество времен Первой мировой войны, Второй мировой войны. Хотя идеология была противоположной от Первой ко Второй мировой войне, но все же основная масса немецкого населения, немецких граждан, они поддерживали этот строй конкретно. Сезон сейчас не такой, что будет бурлить политическая жизнь. То есть это, так сказать, сезон отдыхов. По всей видимости, выбран еще и такой момент для того, чтобы общество рьяно и резко не реагировало на подобные действия, которые сейчас идут, и тот нарратив, который вроде бы поддерживается армянскими современными властями.